Санкции не остановят молочное производство в Республике Коми. Сегодня на Сыктывкарском профильном заводе перерабатывают до 60 тонн молока в сутки. И это не предел. На предприятии отмечают, что при необходимости объем продукции могут увеличить. А в случае непредвиденной ситуации резерва сырья и упаковок хватит на пару месяцев бесперебойной работы. Тему продолжит Наталья Юрина. С 8 утра на Сыктывкарском молочном заводе начинается приемка молока. Сырье везут с ближайших районов. Перед термической обработкой молоко перемещается в закрытые резервуары и проходит проверку в лаборатории. Это у нас современный анализатор Милкоскан. На нем мы производим анализ молока по физико-химическим показателям. В течение дня на определенных этапах техобработки лаборанты снова анализируют сырье. Проходит проверку по ту сторону стекла и готовая продукция. Прошедшее первичное исследование молоко отправляется в аппаратное отделение. Мы с вами находимся в аппаратном цеху. Здесь проходят основные процессы обработки молока: сепарирование, нормализация, гомогенизация и пастеризация нормализованных смесей. Основное оборудование, которое задействовано в данных процессах, оно находится именно здесь, в аппаратном цеху. После молоко и сливки отправляются на резервирование. Здесь же в отдельных емкостях квасятся сметана и кисломолочные напитки. Параллельно в других цехах производят творог, масло и сыр. Сегодня завод выпускает около 40 наименований молочной продукции. Предприятие работает в штатном режиме. Перерабатываем до 60 тонн сырья в сутки. Ассортимент выпускаем без срывов, полностью в полном объеме. Заявки торговых точек тоже полностью закрываем. С поставками проблем на производстве нет. Здесь сотрудничают с проверенными поставщиками. Есть в резерве и сырье, и упаковка. Со дня на день ожидают новый завоз пакетов для продукции. В работе Сыктывкарский молочный завод ориентируется на спрос. Заявка на смену формируется на основе запросов магазинов и учреждений. Сколько нужно, столько и производят. В большей степени молоко. На втором месте по потребностям населения кисломолочная продукция и творог. Уже сегодня эта продукция отправится в розничные сетевые магазины, а также в бюджетные учреждения. Большинство распределится по Сыктывкару, остальное по всей Республике Коми. Наталья Юрина, Алексей Пашуков, телеканал Юрган.